Телемарафон «Єдині новини». Ми обговорювали сьогодні з військовим експертом цю часткову мобілізацію, яка триває в Росії. Він погодився з тим, що наслідки, тобто масово людей на фронті, зможемо побачити десь вже за кілька тижнів. Разом з тим, дуже багато росіян намагаються втекти з країни, і одним з таким прихистком для них став Казахстан. І саме ця країна далі в нас буде на прямому зв'язку. І наш гість, колишній військовий, в минулому переконаний ватник, який виріс на півночі Казахстану в Павлодарі, це 150 кілометрів від російського кордону. Колись він радів анексії Криму, поглинав оцю всю ватну пропаганду, але з часом каже, що українські блогери його розбудили. А коли в російських утікачів від мобілізації запитав, а чи Павлодар, каже, що прозрів остаточно. З нами на прямому зв'язку казахстанський блогер Диас Кузаир. Диас, добрый день. Мы вас приветствуем в прямом эфире в Украине на телеканале 1+1. Здравствуйте, вітаю. Слава Україні. Героям слава. Приємно чути від вас трохи української мови. Скажите, пожалуйста, как вот вы сейчас изнутри видите ситуацию с россиянами, которые к вам бегут? Насколько их стало все больше в последнее время? Официальная статистика последнюю, которую мы видели, она говорит, что это 95 тысяч. Ну, насколько я знаю официальную статистику, их немного более, уже более 100 тысяч. Но сейчас вот последние новости мы смотрим, что у нас на границе количество вот этих россиян, которые пересекают границу, уменьшилось. То есть у меня нет четкой информации, закрыли ли границу, но я знаю, что на некоторых участках границы Россия со своей стороны поставила мобилизационные пункты, и это очень сильно повлияло на то, что россияне, получается, перестали пересекать границу. Но в целом наплыв, как говорится, огромный, наплыв большой. То, что вот вы сейчас показываете, да. И в тот день, вот, который я взял интервью, получается, местные наши казахи позвали их на обед в час дня. Я решил пойти и взять у них интервью. Диас, видео, которое много... Да, Диас, мы хотим сейчас именно нашим зрителям как раз напомнить, каким видео вы ворвались в наш такой информационный украинский сначала телеграм-канальный эфир, а сейчас и в прямой эфир. Давайте вспомним это видео. Это не наша война, она заставляет. Ага, то есть вы не хотите украинцев убивать, да? Нет. Ага. Крым чей, скажите? Крым крымчан. Крым крымчан, да? Не Да. Украину. Да кто их знает? А Донецк, Луганск? Донецк, Луганск тоже территория жителей, которые на них живут. Вот они отвечают, это территория, говорит, людей, которые там живут. А Павлодар чей, скажите? Павлодар чей? Сложный вопрос, просто... Сложный вопрос? Диас, как вообще родилась идея вот этого квеста, который россияне, я так понимаю, проваливают у вас? Ну, этот вопрос как бы все зарождалось еще до этого. В чат-рулетке, да, мы все, то есть сидим, блогеры, наблюдаем. Украинские блогеры выходят на Казахстан. И очень часто вот этот вопрос, именно чей Крым, он является как бы проверочным, да, то есть на мировоззрение человека, на его ватное отношение вообще и так далее. Поэтому у меня, то есть я намеревался задать этот вопрос россиянам, и я надеялся, что они все-таки, раз они бегут от мобилизации, они не беженцы, все-таки в большинстве своем мы, патриоты Казахстана, считаем их беглецами, они убегают от мобилизации, многие из них не против войны, они просто не хотят идти воевать, но хотят поддерживать издалека. Вот такой момент. И именно вот этот вопрос я задал, то, что задают часто, чей Крым. Именно вот эти два россиянина, они просто не смогли ответить, они привыкли, благодаря вот этой своей пропаганде, которая у них ведется, отвечать, что он российский. Вот. И у нас есть другие блогеры, которые брали интервью также у россиян, но не показывали их лица. И многие начинают спорить, говоря о том, что Крым это исконно русская земля, о том, что там никакая не Украина и так далее. То есть на Крым они не смогли нормально про Крым ответить, про Донбасс то же самое. У них единственный ответ – это земля принадлежит тем людям, которые там живут. И вопрос о том, чей же Павлодар, просто их застал врасплох, и они сказали, что это сложный вопрос, то есть очень сложный вопрос. То есть
все-таки промытость вот этой ватной пропаганды, которую долгие годы накачивало российское телевидение своих граждан, на деле показывает вот такой вот результат, который мы сейчас видим. К сожалению, есть среди, я не говорю, что все вот эти россияне, которые к нам прибывают, являются все имперцами и так далее. Есть среди них, конечно, здравомыслящие, но именно в тот день ко мне вот эти двое, как говорится, попались. Но после них также подошел другой парень, россиянин, и он сразу ответил, что Крым – это Украина, что Донбасс – это Украина и так далее. То есть разношерстность разная, но, еще раз повторюсь, промытность вот этих ватностей, как говорится, очень громадная. И не только среди россиян, которые сюда прибывают. У нас есть и свои граждане, которые, к сожалению, на протяжении долгих лет смотрят российское телевидение, и теперь вот у них в голове стоит то, что Крым – это вот исконно русская земля. Но вот хочу отметить момент, к счастью, сейчас каналы, многие, то есть телекомпании отказываются от вещания российских каналов. Идет огромное свертывание российского телевидения, вот это вот зомбопропаганды. И вот компания Билайн, еще ряд компаний. Диас, мы правильно понимаем, что именно провайдеры отказываются от того, чтобы ретранслировать российские каналы, но какое-то общенационального запрета на ретрансляцию российских федеральных каналов у вас нет в Казахстане? Да, по сути, такого прям запрета, вот если с Украиной сравнивать, у нас нету. Но провайдеры, да, отказываются. Все-таки я считаю, что это благодаря труду патриотов, которые на протяжении долгих лет об этом говорят вслух, о том, что необходимо закрывать эти каналы на территории Республики Казахстан, которые призывают к разжиганию войны, человеконенавистничеству и так далее и тому подобное. Вот, поэтому как бы... Диас, а в блогерской среде какие настроения в Казахстане? Есть люди, которые вот на стороне России? Ну, я вам так скажу, я сам являюсь блогером, у меня 55 тысяч подписчиков сейчас, уже 56 почти. И я хочу сказать следующее, что раньше у нас действительно были много блогеров, будем так говорить, ватников, да, которые за Россию там и так далее и тому подобное. Но ежегодно количество этих блогеров сокращается. Некоторые блогеры, они уехали в Россию, некоторые блогеры, которые вот рьяно поддерживали. И это не привязано к этническому происхождению. Среди этих блогеров есть и казахи этнические, и русские, и украинцы этнические и так далее. Но все-таки сейчас много блогеров, вот, которые даже брали интервью, будем так говорить, в прошлом были немножко ярые ватники, сейчас уже после 24 февраля стали понимать то, что правда за Украиной. Поэтому я вам скажу, сегмент блогерства все равно в большинстве своем поддерживает Украину. Диас, а вы сами себя называли раньше ватником. Вот что у вас, что изменило ваше отношение? Что стало триггером, когда именно вот вы поняли, что стали жертвой вот этой пропаганды, как раз, о которой вы говорите? Ну, еще в 2014 году я сам вообще офицер в запасе, военнослужащий, бывший, сейчас в запасе. Когда произошла аннексия Крыма, когда произошли события на Донбассе, я сам лично смотрел, то есть Россию-24, Первый канал, то есть внимательно следил за новостями, и я очень, ну, действительно переживал, ну, сопереживал россиянам, да, говоря, что, ну да, все правильно, Крым это Россия, там, Донбасс, Новороссия, братья, работайте. Ну, то есть подверженность ватной пропаганды шла же с детства, мы же все выросли на песнях той же группы Любе, ну и так далее, то есть влияние российской эстрады, влияние российского кинематографа на нас было очень огромным, просто громадным. Поэтому, когда произошли эти события, в большинстве своем мы вот даже в армии между собой обсуждали и говорили, что, ну, я извиняюсь за выражение, просто процитирую, что вот эти хохлы проклятые, бандеровцы, фашисты, и вот наши братья, русские, Россия делает все правильно. Это позже, уже уволившись из армии, я начал более подробно с разных ракурсов изучать эти события, которые произошли в Крыму, на Донбассе. И все-таки человек уже не зря Богом даются мозги, стал понимать все-таки, что произошло. И я вам честно скажу, я об этом говорил, что все-таки влияние на пробуждение нас, казахов, огромную лепту внесли украинские блогеры, которые вели чат-рулетки с нашими гражданами, которые
спрашивали Донбасс чей, Крым чей, и, допустим, если у нас местные сепаратисты живут в основном на севере или на северо-западе, они спрашивали, допустим, а Павлодар-то чей, говорили, да? И тогда первая категория говорили, что это там исконно русская земля, их потом привлекали за это, за сепаратизм, уже правоохранительные органы. Другая категория начинала колебаться, говоря, что Павлодар это казахская земля. А тогда вот украинские блогеры говорили, да, как так, вот Павлодар казахская земля, а Донбасс русская земля. Вы сами понимаете, о чем вы говорите. А сейчас И вы чувствуете действительно угрозу сепаратизма вот с прибывшими россиянами как раз в тот регион, в который вы выросли, где половина населения это этнически русские? Я вам так скажу, честно буду говорить, у нас, я думаю, что больше даже ватность, то есть промытая ватность у наших местных сепаратистов. И это не обязательно этнические русские. Я об этом говорил, что у нас есть и казахи, которые мечтают возродить Советский Союз и так далее, то есть промытые. Насчет русских, я вам честно скажу, большинство сейчас приезжает транзитом через Павлодар. Они, наоборот, боятся оставаться в приграничных зонах. Они стараются либо уехать подальше, на юг, в Алмату, в Астану в основном, либо они пытаются уехать в другие страны, потому что они все равно понимают, что Казахстан, как ни крути, является, каким-никаким, но союзником, да, партнером, будем так говорить, Российской Федерации. И при первом запросе России эти граждане в любой момент могут быть экстрадированы. Поэтому, на мой взгляд, большая угроза идет даже от местных граждан Казахстана, сепаратистов, которые здесь обжились, которые знают, что почем, нежели от россиян. Но я не исключаю, и как и мои знакомые, эту возможность того, что среди 100 тысяч прибывших россиян какая-то часть, да, я не знаю, может быть 10 тысяч, может быть 20 тысяч, может оказаться специально подготовленными элементами для дестабилизации ситуации в Казахстане. Диас, у нас уже не так много эфирного времени. Последний вопрос, и я попрошу вас коротко ответить. Известный казахский, можно так сказать, блогер и комик Нурлан Сабуров не высказался по поводу этой так называемой спецоперации в Украине. Он кумир многих тинейджеров в Казахстане, в России в том числе. Он сам казах. Что вы думаете о том, что он и дальше продолжает шутить на эту тему? И как казахи реагируют на него? Вообще, если честно так признаться, мы не особо так, не как раньше, да, если какой-то казах пробивался на российскую эстраду, это считалось вау, да, то есть в Москве наш казах там, но со временем это перестало быть сильно актуальной темой. У нас есть, допустим, другие звезды, все вы знаете, Димаша, да, и других Кудайбергенова там звезд. В принципе, Сабуров, он, конечно, кто-то и уважает, но он не пользуется таким, я буду так говорить, сильным авторитетом, чтобы прям к нему казахская молодежь, там люди прислушивались. То, что он не высказался по позиции в Украине, мы, конечно же, его в этом плане осуждаем. То, что они молчат, либо отмалчиваются, либо кто-то там занимает ватную, да, позицию и так далее. Поэтому он особой погоды нам не делает. У нас уже сформировался свой шоу-бизнес. Мы уже, как говорится, тоже через, как цивилизованные страны, через Европу, через США, да, то есть поэтому нам российская эстрада особо погоду не делает, мы на нее не равняемся. Диас, спасибо вам огромное и за ваш информационный фронт, который вы для нас тоже зараз держите в Казахстане, тоже большое спасибо. Диас Кузаїр, казахстанський блогер, був з нами на прямому зв'язку. Ще раз вам дуже дякуємо і будемо з вами так само на зв'язку. Многие желаем вас. Мы, казахские патриоты, только за победу в Украине. Это ваша земля. Вы все правильно делаете. Дякуємо. Диас, спасибо. Диас Кузаїр, казахстанський блогер. Вот так от. Дуже приємно, коли чуємо слова підтримки. Ну а зараз ми говоримо про дуже важливу сторінку української історії. Це